Полиомиелит неизлечим, но его можно предупредить. Иммунизация защищает ребенка на всю жизнь, неустанно продолжают твердить врачи. Острое энтеровирусное заболевание может привести к развитию параличей и к инвалидности ребенка. Подхватить инфекцию, как известно, можно при употреблении пищи, воды, зараженной полиовирусами, просто через грязные руки. Группа риска – непривитые дети. Дарья Максимова осознает, насколько это серьезная тема. Она много читала о том, как важно своевременно проводить вакцинацию. Сегодня ее дети на плановом осмотре. Никаких осложнений после укола у малышей нет. У нас побочных эффектов не было, то есть ни температуры, ни каких-то еще более серьезных проблем. То есть у нас все это прошло гладко. Знаете, я считаю, что прививки делать все-таки стоит. Не только от полиомиелита и другие прививки, которые положены по возрасту делать ребенку. Потому что, в первую очередь, во-первых, это обезопасит от таких вот серьезных заболеваний, как полиомиелит, корь. Прививают своих детей не только местные жители, но и иностранные граждане, которые гостят в регионе. Это совсем не странно, поскольку полиовирус – это одна из самых коварных инфекций в мире. Процедура занимает всего лишь 5 минут, а на кону иммунитет на всю оставшуюся жизнь. Участковые педиатры по адресу проводят работу и объясняют родителям, насколько важно вакцинироваться вовремя. Важно, конечно, потому что, во-первых, если, не дай Аллах, заболеть этим вирусом, то ребенок навсегда останется инвалидом. Он не сможет ходить, будет постоянная реабилитация, поэтому необходимо, я призываю всех родителей, чтобы они сделали как можно, как получается, чтобы сделали вакцинацию от полиомиелита, чтобы избежать этих случаев заражения этим вирусом. Третий тур дополнительной иммунизации детей против полиомиелита стартовал 17 июля и продлится до конца месяца. Такие меры были предприняты по поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. Это должно обеспечить детское население республики высоким уровнем популяционного иммунитета против инфекции. Первая иммунизация, у нас первый тур, были отказы, к сожалению. Но те родители, которые отказывались, сейчас они уже сделали вакцину. Приходят, и вчера мы были на участке, целый день с 8 до 6 часов мы работали на участке. Наряду с полиомиелитом родители прививают детей и от кори, причем заболеть коварными инфекциями, которые угрожают жизни, могут как дети, так и взрослые. По желанию родителей вакцинацию проводят, говоря по-простому, как живую, так и неживую. Прежде чем сделать прививку, обязательно проверяют состояние ребенка. Если же ребенка на данный момент он болеет, то есть есть высокая температура, то есть ослабленное состояние, и ребенок на данный момент болеет после вирусной инфекции, то на время пока он полностью не выздоровеет, это идет у нас просто освобождение от вакцинации, то есть от метод. А далее по состоянию, если ребенок не болеет на данный момент, у него нет никаких хронических заболеваний, то может полностью вакцинироваться. В Магасе за 2 тура иммунизации вакцинировать удалось 85% детского населения. Следующая цель – 95–100%. Средства для проведения прививок по всему региону выделены из Национального фонда развития республики по поручению главы Ингушетии. Зелимхан Галоев, Акрамат Дасхоев, Новости 24.